Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе капремонт на стадии завершения. Гудаутская районная больница готовится к открытию в октябре. Культура Абхазии, актуализация и сохранение. Стратегическая сессия началась в Сухуме. Впервые за 22 года на Учимчирском водосборнике произведены ремонтные работы. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба находился с рабочей поездкой в Учимчирском районе, где посетил ряд предприятий, хозяйств, сельских школ, объекты социального значения. В частности, глава государства осмотрел новые теплицы в селе Кындах. Это совместное абхазо-турецкое предприятие «Эдель». Теплицы на стадии строительства, и в октябре будут высажены первые саженцы помидоров. Здесь будет произрастать до 150 тысяч корней томатов. Рауль Хаджимба также посетил предприятие «Аквафуд» по производству корма для рыб. Расширенный репортаж о рабочей поездке президента в село Учимчирского района смотрите в нашем эфире завтра. А накануне Рауль Хаджимба провел встречу с депутатами Народного собрания в первый день окончания летних депутатских каникул. Президент вновь отметил необходимость слаженной работы ветвей власти. «Разность мнений меня не пугает, но нужно находить точки соприкосновения», отметил глава государства. Спикер Народного собрания Валерий Бганба очертил круг вопросов, стоящих перед парламентом на предстоящий год, в том числе связанных с работой по дополнительным соглашениям в развитии договора от 24 ноября 2014 года. Президент сообщил депутатам, что рабочий проект бюджета на 2016 год практически готов, и он будет представлен в Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Собственный доходная часть бюджета в 2016 году должна составить 5,7 миллиардов рублей. Около 500 миллионов рублей будет заложено на программы развития малого бизнеса, сельского хозяйства и туризма. Рауль Хаджимба также ответил на вопросы депутатов, посвященные актуальным проблемам внутренней и внешней политики страны, сообщает официальный сайт президента Абхазии. Кабинет министров утвердил постановление, регулирующее новые пошлины на экспорт ореха. Новые расценки вступили в силу с 1 сентября текущего года. Министр сельского хозяйства Тимур Эшба в интервью нашему каналу отметил, что пошлины не касаются сельхозпроизводителей. Такое постановление уже есть, и оно гласит следующее: установить, значит, с 1 сентября 2015 года следующие ставки на вывоз ореха с территории республики. То есть, значит, орех лесной в скорлупе 25 рублей, плюс 2 рубля таможенный сбор, и орех лесной, очищенный от скорлупы, 35 рублей, плюс 2 рубля таможенный сбор. Это постановление никоим образом не касается производителей, это постановление в первую очередь касается тех людей, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Если говорить простыми словами, то есть перекупщики. Вот. И поэтому была необходимо, чтобы такое постановление было. Известно, что по республике практически заготавливается порядка 15 тысяч тонн ореха. И весь этот орех вывозился. И надо говорить правду, что это процентов 80-90 этого ореха вывозится именно заготовителями, те, кто заготавливает этот орех, а не производителям. И поэтому такое решение было принято, и это постановление работает уже с 1 числа. За 8 месяцев работы Государственного таможенного комитета Абхазии было возбуждено 106 административных дел по факту нарушения таможенного законодательства. Изъяты товары, проходящие в качестве объекта таможенного правонарушения, а именно алкогольная продукция в количестве 900 бутылок разных наименований, табачные изделия в количестве 3800 пачек разных наименований, спирта этиловый в количестве 900 литров, промтовары на сумму 80 тысяч рублей, грузинские минеральные воды и вина в количестве 400 бутылок, посуда, ранее ввезенная с территории Грузии с нарушениями таможенных правил в количестве 800 предметов. В виде штрафа в республиканский бюджет были внесены денежные средства на сумму 765 тысяч рублей. Гудаутская районная больница заработает уже в следующем месяце. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Анзор Гоов. Капитальный ремонт здания на стадии завершения. Асида Малия продолжит тему.
Больница начнет свою работу в октябре, однако к этому времени начнут функционировать не все отделения. В первую очередь это связано с отсутствием необходимого оборудования, поэтому на первом этапе будут запущены детское, инфекционное и терапевтическое отделение. Заработает приемная скорой помощи. Ремонтные работы на верхних этажах закончены, там мебель расставлена, все. Единственное, что, конечно, у нас идет задержка по комплексному плану, пока не поступили средства на закупку операционного блока, реанимационных палат, гинекологии, акушерства. Вот сейчас, буквально завтра поступит и лаборатория. Завтра поступит оборудование рентгенологическое, это рентген, флюорограф и палатный. Детские кювезы мы уже приобрели и аппарат искусственной вентиляции легких. По мере поступления денег мы будем закупать и оснащать эту больницу. К реконструкции Гудаутской ЦРБ приступили еще в 2012 году. Постройка советских времен требовала срочного капитального ремонта. Условия противоречили всем нормам и стандартам функционирования лечебного учреждения. Все работы производятся за счет российского финансирования в рамках программы социально-экономического развития республики. В процессе работы в проект был внесен ряд изменений, касавшихся проектировки зданий. Чтобы зайти в больницу, надо идти через приемную, а сейчас там ремонтные работы идут в рентген-кабинете. Он очень подготовлен был. Только в этом задержка. Как только закончат эти ремонтные работы, тут же вот частично они туда, там где готовы, они уже будут обустраиваться. Будем поднимать, конечно, эту больницу, постараемся, чтобы эта больница заработала в полной мере. По словам Анзора Гоова, будет проведена оптимизация штата Гудаутской ЦРБ, в котором числится 190 сотрудников. На работу будут приняты молодые специалисты. Также уже назначен новый главврач. Им стал Хаджарат Шамба. Асида Маля, Роберт Ломе, Абхазское телевидение. Представители Центра охраны материнства и детства Республики Ингушетия прибыли в Абхазию для обмена опытом. Во главе делегации советник главы Ингушетии в сфере здравоохранения Зураб Маршаня. Сегодня делегацию принял министр здравоохранения Абхазии Анзор Гоов. По его предложению гости осмотрят ряд медицинских учреждений республики и в первую очередь Гудаутскую районную больницу. Со своей стороны делегация Ингушетии предложила абхазским врачам-специалистам в области реабилитации детей, больных, ДЦП посетить для обмена опытом соответствующий детский реабилитационный центр Ингушетии, сообщает пресс-служба Минздрава. Культура Абхазии, актуализация и сохранение. Сессия под таким названием открылась сегодня в Сухуме в здании Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир. Мероприятие собрало ведущих абхазских и российских специалистов в области культуры и искусства для обсуждения вопросов комплексного социально-культурного развития государства и приоритетов культурной политики на 2016 год. На открытии сессии побывали наши корреспонденты. Репортаж на Аллы Мукба. В Абхазии культура – важное направление внутренней политики. Помимо того, что она способствует сохранению традиций и ценностей, культура – отдельный сектор экономики. Министерство культуры Абхазии организовало сессию для разработки планов дальнейшего развития и определения приоритетов культурной политики на 2016 год. Мы хотим, чтобы эта сессия была подготовкой для большого культурного форума, который мы планируем на будущий год. И мы как раз-таки можем сказать о том, какие вот программы и проекты, которые мы сегодня обсуждали, да, они получили свое развитие, что получилось, что не получилось, чтобы форум был площадкой для дискуссий. Основные темы стратегической сессии – культурный менеджмент, поиск новых форматов работы с аудиторией, вопросы сохранения историко-культурного наследия, правовое регулирование кинопродукции. Мероприятие собрало представителей учреждений культуры, креативного предпринимательства, а также абхазских и российских экспертов и практиков в сфере культуры. 8 специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга поделятся опытом с абхазскими коллегами. В Москве я и моя коллега Мария Привалова, мы состояли в дирекции первого московского международного форума «Культура. Взгляд в будущее». Мероприятие было очень спорным, но оно состоялось с большим успехом, и оно показало себя очень полезным. И, конечно, вот мы хотели здесь, в Республике Абхазия, просто поделиться тем опытом, который у нас есть. И совместно с абхазскими коллегами попробовать спроектировать те идеи, которые именно полезны и важны для вас. В открытии сессии принял участие премьер-министр Артур Микваби. Он отметил важность проводимого мероприятия для развития культуры республики. Это мероприятие важное. Она, я думаю, что должна сыграть большую роль.
И задачи, которые мы с вами будем обсуждать, это научный подход. Думаю, что это продолжение тех традиций, которые заложены. И я очень рад, что наше Министерство культуры вместе со штабом проведения подготовили такое интересное мероприятие. Мероприятие большое. И, конечно же, я как премьер-министр жду наоборот рекомендаций, которые будут высказаны учеными в ходе обсуждения. После открытия работа сессии продолжилась в 3 секциях. Развитие и продвижение традиционных учреждений культуры среди молодежной и семейной аудитории стало темой одной из них. Во второй группе обсуждали проблемы правового регулирования съемок и трансляции кинопродукции. Остальная часть аудитории остановилась на вопросах сохранения и актуализации историко-культурного наследия. В рамках секции были зачитаны доклады на различные темы, проведены мастер-классы российских специалистов. Если работать в области кино и телевидения, это ресурсы технические, это ресурсы интеллектуальные, то есть люди с определенным образованием. И опять-таки же от бюджета, от стоимости техники, от уровня образования в чем-то зависит залог успеха. И поэтому всегда надо обмениваться этим опытом. Надо изучать все опыты, потому что сейчас вот у нас как бы это все только начинается. И в области производства документальных фильмов мы только начинаем работать. Работа сессии продлится 2 дня. За это время организаторы собираются выработать единый план мероприятий на 2016 год с учетом всех высказанных пожеланий. Нала Муква, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В рамках стратегической сессии «Культура Абхазии. Актуализация и сохранение» для жителей и гостей Абхазии будет организована Ночь мирового кино. 9 сентября в 19 часов на 6 государственных, общественных и частных площадках Абхазии, которые активно поддержали инициативу Министерства культуры, будут представлены до 6 фильмов разных жанров и года создания. Президент общественной организации Международный фонд Апсне Сонер Гогу, министр образования Адгур Какоба и полномочный представитель Абхазии в Турецкой республике Инар Гицба посетили республику Северный Кипр. Делегация из Абхазии встретилась с ректором одного из крупнейших университетов, входящего в 5 лучших турецких высших учебных заведений Неджет Осами. В этом учебном заведении обучаются 8 студентов из Абхазии. Министр образования Адгур Какоба и ректор университета Неджет Осами обсудили вопросы сотрудничества. Принимавший участие во встрече депутат Мехмед Чаалар выразил готовность оказывать содействие такому сотрудничеству. Представители Абхазии встретились и с министром образования и культуры Северного Кипра Кемалом Дурусти. Стороны также обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Адгур Какоба пригласил своего коллегу посетить Абхазию. В тот же день состоялась встреча представителей нашей страны с президентом торгово-промышленной палаты Северного Кипра Фикри Тароси. На Очимчирском водосборнике впервые за 22 года были проведены ремонтно-очистительные работы. Осталось только заменить 17-километровую трубу, по которой вода поступает в резервуары из села Моква. Сегодня у водоканала нет возможности самостоятельно решить эту проблему. Сарья Смой продолжит тему. Несмотря на то, что наша страна считается одной из богатых гидроресурсами, проблема водоснабжения остро стоит почти во всех городах и районах. Не является исключением Очимчира. Население города в настоящее время составляет около 4000 человек, но только 3000 обеспечиваются водой и только до 3 часов дня. А в так называемом 8-м районе города люди и вовсе забыли, когда у них из крана текла вода. Проблемы с водоснабжением существуют здесь все послевоенное время. Если этой воды не будет, город будет вымирать, потому что у нас колодцевой системы вообще в городе почти нету, из-за того, что водоснабжение было прекрасное. Так и сегодня тоже будет прекрасно, если мы можем хотя бы кольцевую систему нашего города и квартальную поменять на новые водопроводные трубы. Территорию водоканала Очимчира облагораживать начали только сейчас. Проведены ремонтные работы, территория очищена от мусора, а резервуары для воды были залатаны в нескольких местах. К закрытым на ключ люкам доступ имеют только работники водоканала. Вход на территорию посторонним запрещен. За этим строго следит круглосуточная охрана. Резервуары для воды чистят раз в год, в августе. Но основная проблема все же осталась. На сегодняшний день из-за очень больших водопотерь в системе мы можем только до 2-3 часов в дня обеспечить людей водой, а потом мы вынуждены перекрывать воду и накапливать опять воду в резервуаре. То есть вот это большая проблема. Не хватает воды, и не хватает только из-за того, что очень много потерь по системе.
По словам работников водоканала, для того, чтобы заменить 17 километров проржавевших труб, необходимо более 30 миллионов рублей. Таких средств у водоканала нет, а те небольшие деньги, которые они получают с населения, идут на зарплату и нужды водоканала. Но несмотря на все это, они все же надеются, что проблема с круглосуточным водоснабжением Очамчыры решится в скором времени. Зария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Министр обороны Абхазии Мераб Кишмария примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу, 11 сентября. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуме вы можете записать свой видео «Вопрос министру». Итак, в эту пятницу, 11 сентября, гость студии министра обороны Абхазии Мераб Кишмария. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 19-21, днем 29-31 градус. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.